Он существует всего 2 года с лишним, 2,5. Это у нас мы отработали второй сезон фактически театральный. Театр создал на основе 2 коллективов фольклорно-этнографического ансамбля «Парма», вот, которым сегодня руководит Сергей Степанович Мезенцев, и драматической группы, которая, значит, сейчас фактически уже являются артистами, хотя они еще не кончили, у них осталось полгода учебы для того, чтобы получить диплом актеров. Мы фактически фольклор не собираем, потому что есть огромные залежи архивов в нашей Академии наук, в Институте языка и литературы, который как раз в те года, когда еще настоящий фольклор, в 50-е, в 40-е, когда еще он сохранялся, они все это, спасибо ученым, они успели записать все это. И на фонограммы, на магнитофоны записывали просто от руки. И вот мы теперь эти архивы просто вскрываем, то, что вот там сохранилось. И на основе этого делаем, на основе музыкального фольклора, устного поэтического фольклора, мы делаем свои спектакли. Потому что на сегодняшний день, когда мы ездим по нашим деревням, по районам, по республикам, фактически те люди, которые еще в 50-е годы что-то сохраняли, те люди, тех уже фактически их нету. И если бы в те времена все это не сохраняли, возможно, все бы это погибло. Потому что вы, так же как и коми народ, и карельский народ, вы все прекрасно знаете, что в годы советской власти, в общем-то, все искусство, оно как бы немножко обезличивалось. Было так называемое советское искусство. Не было, ну, а национальное, оно как-то, оно немножко унифицировалось. Используется только тот пласт, который на сегодняшнем бытовом уровне сохранился. Мы же поднимаем те пласты, которые были когда-то, но на сегодняшнем современном уровне уже не сохранилось. То есть, чтобы люди вспоминали, чтобы их генная память возрождалась.
новому сезону с молодечеством равны петема. Не отогвуштек чертек пурцен. Что ты где? Олама бу не гашуптат. Нет, ты плачешь этим. Не воля само растренек на апошты, а всяка се подесади сигна юлы, а ты не меньшим югу да скосян мурдины. Шонгез дон там дон ушнебны. Выралыгин честу и кокулыш воша. Я сегодня могу назвать многих людей, которые стояли у истоков или начала. То есть как родилась эта пластинка. Я хочу вспомнить Ивана Федоровича Картошкина, Людмилу Александровну Плеснину. Сзади меня сидит Илога Алексеевич Попов. Ну, еще многих-многих людей, Алексей Семенович Безносиков, которые поддержали, оказали содействие, помощь, чтобы эта пластинка родилась. Я хочу сказать слова глубокой благодарности Лидии Петровне Логиновой, просто Лиде, которая создала это чудо. Я искренне рад тому, что какими талантами богата наша земля. И мне бы хотелось, и ставлю такую задачу любого правительства, поддержать их, чтобы Лидия Петровна радовала нас своим искусством. Спасибо. Его Микук Петровна сошаут лашим карен, мекуджи гижиш, а сия куджи шулиш. И он вот сия меньшим шула, август толиш песня, пластинка была сия эмжа, кодес гижис музыкасы Василий Чубюров. Август толиш шулам кюс, Лидия Петровна Логинова, шула югит коджев оркестркат, коден вечкерла Владимир Геневич Горчаков.
спектакль, чтобы он подходил под стиль этого театра, потому что это необычный театр, и поэтому спектакль подразумевался что-то с финским фольклором. Чабаны, чабаны, де месая муннано, муннано. Метесая моно, моно, люкатенки, чукля, чукля. Да, вот в этой кепке меня еще не снимали. Таня, пошли, иди рядом со мной как-то. Никуда не нажимай. Я не нажимаю. Здесь будем, здесь. Хорошо. Не урони, Саша. Нет, нет. И на какую кнопку нажмешь, можешь это. убралась там? Саша, это же не фотоаппарат. Нет, что вы стоите? Что вы стоите? Нам просто нравится Давай садись, давай вставай. Не выкинешь ведь? Укшис, я уже тебе утром сказала. Если режиссер сел на место, то ты должен стоять на сцене или за кулисами. Ты сделал мизансцену. А где твоя внутренняя жизнь? Встань, пожалуйста, еще раз. Из-за кулис надо нести жизнь, которая должна была быть там. Соберись, соберись. Если не готов, не начинай. Ты не готов. Ты не готов. Господи, спаси, спаси, Господи. Еще ничего не произошло, но спаси меня, Господь, от чего-то. Поэтому вот посмотрел. О, Господи. Слава Богу, что ничего нет, и спаси нас дальше. А ты сейчас в этот момент почему-то нет. А когда я смотрю, дверь там тоже это делать? Или уже... Да, можно и туда, но в тот момент, когда отлегло от сердца, о, Господи, спасибо, спаси Господь, спаси Бог. Да нет. Не рычи. Не рычи. А у меня самой идет. Да, потому что нету точки, точки этого самого, как называется. Они ведь глазами борются. А ты, это уже отступление. Это уже все, это уже признание поражения. А вот так вот. И потом пошел звук. А ты сейчас... Ты... Все, зрительское напряжение упало. Андрюша. Духи. Майрик, молодая женщина. Ахти, рыбак, молодой человек. Меликки, хозяйка леса. Калиб, король Карелии. Воины Фравида и викинги. Читаем. А ты поздороваешься с ним? Хорош, поздоровался и хорош. А этот как там здорово, как сам хозяин. Скажи, вроде что-то туда смотрю, туда, все одно и то же. Будущие актеры, да?
у меня единственная, наверное, машина. Значит, у меня не конча, значит, у меня потника с гормона на голове. Пыщет, сегодня на голове праздник, ударное заклинание, да film Tani Boli Komiin i premia Loissili. Балет. Балет. если мы говорили, Если были у нас я маска, ага. тоже. Вот это говорили, маска совсем стилизованная театральная, а тая меня стала, да, и зевья на каждый час, вот тая меня джик шум остался, тая, и вот мы не вылез, мы тая вычем, тая спектакль дорос, тая осталась, ло шум от маска. Ой, Господи, сколько у нас было и каких-то мелких неурядиц, и больших каких-то очень крупных, ну, как говорится, ну, неприятностей, которые мы вместе все-таки перешагнули, слава Богу. Все-таки перешагнули. Я должна сказать, что, конечно, очень много еще чего, того, этого, что, в общем-то, мешает, может быть, нам, театру, сильнее и быстрее вырасти, быстрее заявить о себе еще более крупно, чем, как говорится. Я знаю, что у нас, чем есть на самом деле. Знаю, что есть люди, которые нас стараются сегодня еще все равно не заметить. Все равно сделать вид, что нас нет. Все равно сделать вид, что нас не принимают. Но от этого никуда не денешься. То, что театр есть, то, что театр не есть. Если у вас на часах 18:40, то вы в прямом эфире. Значит так, тебе, театр, посвящаю слово. Эпиграф. Любите книгу, она облегчит вам жизнь. Алексей Максимович Горький. Сегодня я унылый, и мне не до приколов. Тебе, театр милый, я посвящаю слово. О, зритель, дорогой мой, сиди и молча слушай. А кто мышей не ловит, пускай закроет уши. Работают в театре у нас такие люди. Здесь каждый индивидуум, как яблочко на блюде. Вот вам, Светлана Геньевна, она как Жанна д'Арк. Ой, берегись, несчастный, коль ты театру враг. И эпос изучает, она как следопыт. Я б так не смог работать, упал бы я с копыт. А наш Василий Прокопьевич работает умело, он нынче здесь, а завтра там. Он занят важным делом. И неку чем проблема, сила не корабу. Я этот факт, ребята, оформил на бумагу. А монтировщик Ворсин, он творчество-искатель. Недавно свое творчество внедрил таки в спектакль. В момент, когда на Керчаю закончилось все миром, наш Саша Ворсин птиц пустил, наверное, за кефиром. Ученье свет, как говорил один какой-то дядя, наш Кузькин в консул поступил. Вот так ему и надо. Он за дипломом, как с куста, лет через 5 поедет. И скажут после внуки, какой был умный деда. И вот таких примеров немерено. Поверьте, здесь творческие люди. Мы вечной круговерти. Мы не сидим на месте. Мы быдло нырсой шуем. Нас видели крестьяне. Мы ездили буржуи. Нас знают в Усть-Куломе. И даже Пашки знают. Нас знает вся Европа. А если нет, узнает. Завидуют друзья мне. Ты, говорят, везучий. У них проблем ведь нету, а у меня их куча. Хвалить себя не буду творением музы вольной. Не потому, что стыдно,
а потому что скромный. Эпилог. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком поглажу хвостик и верхом поеду в гости. Instrumentami przeszkadzajkami. Witamy was od serdecka. Duże brawa. Come te solo da? Николай Алексеевич, да. Вы ключи взяли? Иван Ильич, они разве вот? Почему у меня? Вы же должны были их взять. А как теперь? Ну вы даете, ночь на дворе, я думал, что завтра. Николай Алексеевич, в Коми всегда переходили в новый дом ночью, тайно, чтоб никто не сглазил. С хреном, с котом и с петухом. Вот тена. А что ж тогда будем делать? Я не знаю. Ну что? Ну давайте хозяина будем ждать. Кого-то от головы. На сцену приглашается заместитель главы Республики Коми Вера Игоревна Скоробогатова. Я хочу от всей души поздравить прежде всего главного режиссера театра Светлану Евгеньевну Горчакову с тем, что вот такой подарок у нас сегодня есть в городе. Вот, вы где-то ключ-то потеряли. Вы как директор, вот директор всегда что-нибудь забывает, понимаете? Вот все-таки ключ нашелся. Но это такой символический ключ. Я хочу сказать, что ремонт этого зала делала строительная компания Миенкар. Директор вот господин Балжи почему-то постеснялся выйти на сцену, а может быть зря, может быть мы его позовем все-таки. Да. Ну, конечно, постарались, чтобы этот зал сделать вовремя ремонт. Много сюда было вложено труда, сил. Спасибо руководству республики, которое выделили деньги, нашли, изыскали. А мы уж как смогли, так и сделали. Вы не обессудьте. И мне хотелось бы пожелать, чтобы в этом храме искусства вашему творческому коллективу, Светлана Евгеньевна, как можно больше сопутствовало успеха, творчества, новых спектаклей. Всех благ вам, вашему коллективу. Всего доброго. Вера Игоревна, разрешите мне тоже два слова сказать. Уважаемые зрители, вот сегодня, в День Республики Коми, нам, всему театру, очень приятно,
что наконец театр обрел свое помещение, даже не помещение, свою керку. Потому что еще Виктор Савин говорил, театр без 3 составляющих быть не может. Это труппа, это драматургия и это помещение театра. Без помощи Веры Игоревны Скоробогатовой, я не знаю, открыли бы мы сегодня это здание или нет. Это человек, который несколько раз был в театре. Вы не представляете, что такое заместитель главы республики, который ходит по подвалам и высматривает каждое помещение и каждый угол. Я не видела таких еще заместителей главы республики. Вера Игоревна, вы меня удивили. Да, по сценарию, пожалуйста. Да, по сценарию, все по сценарию. Поэтому вот театр, Вера Игоревна, очень вам благодарен за то, что вы абсолютно непосредственно принимали участие в нашем ремонте. И от театра вам большая благодарность за это. И цветы от нас.